Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели», в студии Олеся Григорьева. Председатель Кабинета министров Чувашии Иван Моторин совместно с главой администрации Владиславом Сафроновым в ходе объезда объектов капитального строительства посетил Канашский завод технологической оснастки и побывал на местах строительства дорог по улице Ильича, микрорайона Восточный и автодороги Аниш. Подробнее об этом Марина Баринова. Познавательную экскурсию по производственным участкам завода провел лично директор Владимир Семенов. Ознакомил их с рабочим процессом и продемонстрировал готовую продукцию. Отметив, что за последние 5 месяцев ее было отгружено более чем на 50 миллионов рублей. При этом прибыль составила 5 миллионов. Совсем скоро, как обещают подрядчики, автомобилистам нашего города и района больше не придется наматывать лишние километры. Проехать по улице Ильича до микрорайона Восточный они смогут уже в ближайший месяц. Производственная база общества с ограниченной ответственностью «Ремес» стало следующим объектом, который посетил Иван Моторин. Здесь планируется производство асфальтобетона, строительство железнодорожного тупика, производство товарного бетона и не только. Также будут создаваться новые рабочие места. Следующим этапом стало посещение объекта капитального строительства автодороги Аниш по улице машиностроителей, где, встретившись с подрядчиками, были обговорены некоторые моменты, требующие оперативного решения. Все вопросы, возникшие в ходе объезда, были рассмотрены на совещании в администрации города. Там же были приняты возможные пути их решения. Марина Баринова, Евгений Назаров. Вести недели. Каждый год июнь становится переломным месяцем. Меняется жизнь у сотен молодых людей. Школьники готовятся стать студентами, а студенты делают серьезный шаг во взрослую жизнь. 30 июня выпускники филиала Чебоксарского медицинского колледжа в городе Канаше получили долгожданные дипломы. В этом году учебное заведение выпустило 165 медсестер и медбратьев. На торжественное мероприятие пригласили нашу съемочную группу. Воздушные шары, букеты цветов, нарядные девушки и парни, волнующиеся преподаватели, родственники, друзья и, конечно же, приглашенные гости. Праздник окончания колледжа. Выпускной. Пролетели студенческие годы, в которых было много разного. Грустного и веселого, смелого и не очень. Сердца замирают в ожидании главного – вручение дипломов. По традиции первым с напутственными словами к выпускникам обратился директор Чебоксарского медицинского колледжа Геннадий Тарасов. Он отметил серьезность выбранной профессии, призвав их внимательному и чуткому отношению к пациентам и умелому применению полученных знаний. Уже как к будущим коллегам, к выпускникам обратился заведующий травматологического отделения Канашской городской больницы Сергей Шерне. Я, как заведующий травматологическим отделением города Канаша, хочу пригласить тех людей, кто получили сертификаты сестринское дело, травматологический пункт. Нам требуется 3 человека. Если кто с заявлением, желание проявит, пожалуйста, приходите к нам, либо в приемный покой, либо ко мне. Можно подойти в отдел кадров. 3 места у нас есть. К будущим медсестрам и медбратьям обратился военный комиссар города Канаш, Канашского и Янтиковского районов Юрий Барышов. Мы, девчатам прекрасного пола, человечеству выдали сегодня военные билеты, обязывают прежде всего. У вас воинское звание рядовой. Вы военно обязаны. Поэтому хотел бы пожелать вам прежде всего это мирного неба. Чтобы ваше знание никогда не использовалось, находясь вами в окопах или на поле боя. Что касается ребят, ваших выпускников, многие ребята по призыву идут в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Много делается по линии Министерства обороны Российской Федерации по условиям прохождения военной службы. А некоторые ребята, из ваших ребят уже более оформляются, уже есть ребята, которые будут проходить военную службу по контракту. Дано право выбор города, населенного пункта, род войск, жилье вне казарма, ну и денежное довольствие не менее 20 тысяч. Ребятам понравится, они останутся на всю жизнь военными. Кульминация праздника – церемония вручения дипломов. Из рук директора медицинского колледжа Сергея Никитина их получили 165 выпускников. Необычным сюрпризом для всех присутствующих стало выступление директора Канашской студии телевидения Владимира Тимофеева. Мне бы хотелось вас поздравить с данным днем, пожелать творческий успех в своей жизни, здоровья и, самое главное, удачи.
Он отметил большой и кропотливый труд преподавательского состава колледжа. Лично поздравил и вручил почетную грамоту педагогу-преподавателю ведущей программы «Первая помощь» Елизавете Алексеевой, которая на протяжении года совместно с нынешними выпускниками, тогда еще студентами медицинского колледжа, создавала новые и новые передачи. А ребятам и девушкам, принимавшим участие в них, вручил почетные грамоты и благодарственные письма. Пусть то, что вы сейчас первые шаги сделали во время учебы, оно сопутствует на протяжении вашей жизни. Вы сегодня студенты, а завтра вы академики медицинских наук. Чего я вам желаю. Несмотря на то, что уже сегодня они покинут стены медицинского колледжа, годы, проведенные веселой студенческой жизнью, останутся в памяти нынешних выпускников навсегда. Марина Баринова, Евгений Назаров. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.